О развитии и традициях бейсбола в регионе и о предстоящих соревнованиях в этом виде спорта поговорим с президентом Федерации софтбола и бейсбола Республики Башкортостан Сергеем Маклаковым. Здравствуйте, Сергей Владиславович. Добрый день. Расскажите сразу о вашем виде спорта. Он очень интересный, он даже отчасти уникальный, потому что не все в стране и в регионе о нем слышали и знают. Бейсбол появился в конце 19 века, даже не в конце, а в середине 19 века, когда в Америке люди создали эту игру из множества различных видов, потому что Америка – это страна иммигрантов. Вот они собрали и создали такой замечательный вид спорта, который очень популярный во всем мире. И как-то так получилось, что нам он передался. И в свое время у нас во Владивостоке японцы играли еще в начале 20 века, 905 год, по-моему. И в 30-х годах были несколько сборных команд Советского Союза. Но потом по определенным причинам у нас бейсбол не прижился, так как иностранный вид спорта. Но ничего, мы сейчас пытаемся возрождать. Но в регионе-то он прижился, ведь наша женская команда несколько десятилетий назад гремела на всю страну. Да, дело в том, что когда он появился в 1987 году, было предложено республике, тогда еще БАССР, отправить на семинар по бейсболу какого-нибудь представителя, и предложили Маклакову Владиславу Вениаминовичу это сделать. Он отправил вместо себя другого человека, и Дружинина Сергея Николаевича. Он приехал, и мы с этого момента начали развивать. Это была осень, поэтому мы играли зимой на снегу, на площади у нас. В апреле месяце мы поехали на первый турнир в 1988 году, и у нас первая игра состоялась 6 апреля 1988 года. Мы сыграли с командой «Киевский Сокол», проиграли 26-1. Ну, с тех пор мы решили то, что это будет наш день рождения. И с каждой игрой, мы там играли 4 игры, с каждой игрой все прибавляли и прибавляли. Потому что у нас такой вид спорта, то, что чем больше ты играешь, тем сильнее становишься. У вас география – это Николаевка, Нурлино и Подымалово. И Подымалово, да. Почему именно там прижился этот вид спорта? Расскажите о вашей площадке, ведь она уникальна. Это не простое футбольное поле. Дело в том, что когда у нас появился бейсбол, был создан спортивный клуб «Башкирия», где базировался и бейсбол, и софтбол. Было финансирование на 2 команды, но, к сожалению, в 1992 году папе было предложено выбрать что-то. Или бейсбол, или софтбол. Но так как у папы 2 сына занимаются бейсболом, а мама софтболом, естественно, папа отдал предпочтение софтболу. И нам пришлось выступать с братишкой за другие команды. А софтбол очень хорошо прижился и очень хорошо развивался. У нас в свое время, когда было финансирование, было в нескольких деревнях Уфимского района: Шемяк, Нурлино, Булгаково, Дмитриевка, Николаевка, Чесноковка. Там софтбол развивался. Были организованы секции, дети тренировались, мы устраивали свои первенства района. Представляете, в одном Уфимском районе 6 или 7 деревень, где играли в софтбол. Я даже видел картину, у нас в деревне, обычно же на улице играют во что? Футбол, в лапту, еще во что-то. А у нас в деревне в нескольких дворах играли в софтбол. Так вот, как в Америке. А вы принесли мячи, да? Это инвентарь. Расскажите, это получается из разных видов спорта. Да, бейсбол и софтбол, они похожи, но это 2 разных вида спорта, как по технике, так и по тактике. Вот этот мячик, он бейсбольный, он меньше. Он весит 150 грамм, он очень плотный, очень тяжелый, жесткий. Если им попадет, будет очень нехорошо. Им играют бейсбол. Бейсбольная бита, она примерно чуть больше диаметра этого мячика. И в бейсболе основное отличие, когда бросают сверху, с горки так еще есть, основной игрок, первая подача осуществляется так называемым питчером. Он бросает сверху. Софтбольный мячик, он больше. Его придумали мужчины,
которые закончили играть в бейсбол. Потому что бегать по площадке, которая значительно больше, чем футбольное поле, очень тяжеловато. И они сократили и придумали мячик, который больше. И подача идет снизу, не так сильно, и биты тоньше, чтобы было полегче отбивать. Они просто сами по себе полегче, и было удобнее отбивать. Но потом, так как он немножко полегче в плане оснащения, девушки его, женщины под себя подобрали и сделали. Причем неизвестно, откуда мячик летит быстрее. То ли мужчина бросает с 18 метров, то ли женщина бросает снизу с 14 метров. Поверьте, что так отбивать тяжело, что так. Очень интересно. Расскажите о предстоящих соревнованиях, собственно говоря, из-за чего мы встретились. Очень хочется узнать впереди. Это апрель-май. Что нам ждать? Ну, у нас сейчас первые соревнования, которые у нас будут, это 19 апреля у нас первенство спортшколы Уфимского района по софтболу. Дальше, 25-27 апреля мы проводим чемпионат Республики Башкортостан по бейсболу. И именно чемпионат. Впервые за многое время мы проводим чемпионат, где уже будут присваиваться спортивные разряды и, соответственно, уровень. К нам уже выразили желание приехать команда Екатеринбурга. Ну, как мы его планируем как открытый, тем более географию надо все равно расширять. И нам интереснее играть, и им тоже. И дальше, с 13-15 июня мы проводим турнир памяти первого заслуженного тренера России по софтболу Маклакова Владислава Вениаминовича. И в рамках этого же турнира у нас будет проходить отборочный этап к Кубку России по бейсболу. Команда, которая займет первое место, она едет на финальный этап Кубка России, который пройдет в сентябре месяце в Москве. На этом турнире у нас уже подтвердились команда из Екатеринбурга, приедет команда из Верхнеуральска, команда «Спартак» Москва, в которой мы с братишкой в свое время начинали играть. Они сказали, что они приедут. В отборочном этапе Кубка они не принимают участие, но в турнире принимают участие. И это будет очень большим прогрессом, шагом вперед для команд, которые здесь у нас будут на этом турнире. Потому что эта команда довольно-таки с громким именем. Я сам в свое время в этой команде стал в 1994 году лучшим питчером на Кубке Кубков Европы. Так что будем надеяться, что игры пройдут очень напряженно и интересно. Ребята сейчас, юные воспитанники, идут в этот спорт? С этого года мы с братишкой набрали бейсбол. Если раньше мы набирали только девочек в софтбол, то с этого года учебного мы набрали и первые классы, чтобы иметь перспективу. Набирать мы всех принимаем. Если к нам придут и заниматься те, кто постарше, мы тоже их будем, соответственно, принимать. Пусть они занимаются. Единственная проблема – это у нас инвентарь. Вещи очень дорогие. Одна ловушка стоит, такая самая, в районе 10 тысяч рублей. Это не эталон. Это именно для детей, которые можно. Есть, конечно, бэушные, но это все равно. Биты стоят от 25 и выше. Потому что мы сейчас будем играть на кубке деревянными битами. Если на любительских турнирах играют железными, то для кубка это обязанность, обязательство играть только деревянными битами. Да, такие большие цены. Удается ли их приобретать или все-таки есть спонсоры, которые помогают? Все своими силами, сами собираемся. Вот наша бейсбольная команда, мы открыли такой членский взнос, и ежемесячно мы вносим определенные суммы денег, набираем для проведения турнира, для поездок, для закупки инвентаря. К сожалению, спонсоров найти – это большая проблема. Если есть люди, которых заинтересует бейсбол и хоть как-то помочь, мы будем просто очень рады. Вот на Кубок России нам нужно 208 тысяч заявочный взнос. Таких денег, я боюсь, мы просто не соберем. Даже если мы будем собирать по много, это плюс еще расходы, ехать тоже за свой счет. Я не знаю, можно обратиться к потенциальным людям, которые могут помочь или нет. Если кто-то может помочь, пожалуйста, мы будем рады любой помощи.
И сразу один из вопросов не по теме бейсбола и софтбола. В вашей жизни оказался еще и очень близко футбол. Вы тренируете или судите в любительском футболе? Расскажите, сколько лет? Насколько я знаю, вы в судейском корпусе уже очень-очень много. Ну, я помимо того, что у меня любимый вид спорта, кроме бейсбола и софтбола, еще и гандбол, а футбол так. Ну, я играл в футбол, чемпион Московской области по футболу в 1986 году в составе Мосэнерго Ногинского. Вот. А потом вернулся домой и здесь играл за команду совхоза Алексеевский в Воротах. Вот. В 2002 году мне надо было зайти в Федерацию футбола. Там был Ильдус Биглов. Вот мне надо было с ним кое-что обсудить. И слышал, это очень известный в республике арбитр. Да, это элита нашего судейского корпуса. И мы на него, так же, как на Александра Викторовича Лапина, мы все равняемся. И услышал то, что он по телефону говорит о каком-то объявлении про то, что когда будет семинар судейский. Ну, а мне всегда все интересно, новое было. Но я спросил, а когда будет семинар, можно ли как-то записаться, сколько это все денег? Он говорит, это абсолютно бесплатно, семинар будет на следующей неделе. Уже точно не могу сказать, но какие-то сроки он назвал, и все. И я проходил все семинары, подучился, и с тех пор начал судить. Уже 23 года. Уже 23 года в судейском корпусе. Сейчас уже 2 года занимаюсь инспектированием чемпионата Республики Башкортостан. Отслеживаю работу других судей. Ставлю им оценки. Сергей Владиславович, время нашего интервью подходит к концу. Мы еще успеем с вами очень коротко рассказать, каким вы видите будущее бейсбола и про анонс спартакиады. Да, анонс спартакиады. Бейсбола или софтбола? Поправьте. На следующий год будет спартакиада сильнейших России. В республике? Нет, российская. Бейсбол и софтбол включены в программу. Сейчас у нас идут разговоры о том, чтобы провести бейсбол в нашем регионе. Мне звонили уже и из Московской Федерации, вернее, из Российской Федерации. И мы разговаривали с президентом нашей Федерации бейсбола и софтбола России насчет того, чтобы у нас организовать. Сергей Владиславович, спасибо большое, что нашли время прийти в нашу студию. Я желаю вам успешного проведения турниров и участия в них. И я напоминаю зрителям, общались с Сергеем Маклаковым, президентом Федерации софтбола и бейсбола Республики Башкортостан. Это была программа «Интервью».